Друзья, всем привет! Что, родные, наконец-то вырвался с этой хватки рабочей. Приехал в деревню к матери. Короче, ребята, у меня есть 4 дня, аж 5 дней. Просто проведу здесь, в деревне. Ну и, соответственно, ребят, будем искать налима. Мы приехали Так, за налимом. ну что, первый пляж. Вот так. Как-то мы сейчас бомбанем. Опа! Отлично. 9 метров донка отправляется в пучину. 9 метров далековато, наверное. Блин. Ладно, вторую поставлю метров 6, наверное. Оп. Нет, отлично. То, что надо. Что-то я запереживался. Так. Это дело мы все прячем. Потому что леску будет видно. Вот так. Отлично. Нет, самое оно. Как раз в яму. Ну что, шагаем домой, ребят. За часик доберусь до дома. Дома ждет борща от мамки. Каждый, наверное, ребят, сын, наверное, я думаю, ждет просто мамкиного ужина, допустим, когда не живет уже с родителями. Мамка там сейчас мне наготовит что-нибудь вкусного. Баня затоплена, топится. Впереди горячий вкусный ужин, баня. Ну и, короче, с мамкой посидим, пообщаемся. Ну и завтра проверка. Так что пускай нам повезет. Идем домой. Доброе утро, господа. Что проснулся, спал на одном дыхании вообще. Вчера с мамкой посидели, поужинали. После баньки сразу на диванчик, все просто, ребят, выключила. Проснулся в 5 утра, у нас еще темно было. Все уже ночи темные, получается 13 часов, получается, если ночевать, то надо будет находиться в полной темноте. Сейчас 7 час утра. Утро, моросит дождик, утро такое неприятное. Ну, сейчас пью кофе, собираюсь и топаем, ребят. Топаем на проверку. Все интересно. Сегодня будем смотреть, что у нас, как там вообще дела. Так что быстро по кофе и вперед. Что, ребят, добрался я до места. Сразу поднялся на верхнюю яму, на которую все помните, что я поставил в 3 местах, получается. Первая яма, на удивление, плещется мелочь очень сильно так. Блин, я же что-то переживать начал. Сохранились у меня черви вчерашнего вечера или нет. Вот, видно, плещется мелочь. Холодно, но мелкая рыба еще не ушла, так скажем, в спячку. Пока поднимался, шел мотор под пыльной местной, но я не стал там снимать. Они ставят сети, ребят, реально, вот таких курьях. Ну, щука попадается на сети. Поговорил, пообщался. Ну и вот поднялся, ребят. Ну что, начнем проверять. Донки я собирать не буду в любом случае. Сейчас проверю, просто перенасажу, потому что вечером я приду еще раз на проверку. Так, что будем делать вставочки, я думаю. С этой ямы, на эту яму я сильно не рассчитываю. Я рассчитываю на песок, вот ниже за поворотом, и рассчитываю на ту яму. Так что, ребят, все. Пошел дождь. Как раз то, что надо. Как раз красота. Классика жанра осенней рыбалки на налима. Ну, мы начинаем проверочку. Так, идем к первой донке.
Первая доночка стояла здесь, как вы помните, возле коряги. Кстати, переходил канавы сейчас. На мой взгляд, вода поднялась. Потому что видно, что затоплено было. Не как по вчерашнему. Так, вот наша. Вот видите, ребят, вроде вчера стоял, как будто думал, что там уже. А все равно надо было какую-то отметку ставить. Да, ребят, реально поднялась вода. Ага, все вижу. Наша леска. Какой-то зацеп, что ли, или что, не могу понять. Вот это я и боялся, ребят. Вот это я и боялся. Не знаю, оборвал, не оборвал. Очень много травы за ночь. Сейчас посмотрим по поводкам, что у нас там. Какая-то там, тут надо или удлинять, или уменьшать. Да, я обломал крючок, ребят, смотрите. Леска выдержала. И второй крючок, ребят, тоже обломан. Куда-то конкретно я влупил. Так, в любом случае с этой донкой надо что-то решать. Ай, первая донка и такая неудача. Ладно, перемотаем сейчас ее. Будем заменять поводки и переставлять ее. Бляха-муха, куда-то влупил, короче, сразу же. Ладно, пока оставляем. Идем к второй. Вторая доночка у нас. Это была рыгатулька. Так, я ее вижу. Вот здесь вот она хорошо в яме стоит, видно. Никуда ее не снесло. Тут куда-то снесло. Ну там течушка, вот видите, идет. Ладно, проверяем. Так, опять же трава. Вот здесь как бы все хорошо, без этих, без зацепов. Обеденные крючки. Обеденные крючки и чисто все. И все чисто. Так, ну на эту яму я не рассчитывал. Но ту донку мы, наверное, с оттуда переставим туда, заменим все. Сейчас насаживаю и забрасываю. Так, ну что, первые две донки впустую, плюс мимо два поводка, точнее не поводка, а просто обломались крючки. Да, по сезончику, конечно, надо крючки менять. Но леска хорошая, просто не выдержал крючок. Да, явно вода поднялась, вот видно, что вода поднялась. Так, ну здесь пляж. Вот наша донка. Ух, ребят, ее что-то просто снесло. Вообще страшно. Это что за дела? Тут или линолеум, или много травы. Не могу понять. Ох, ребят, налим есть. Что-то крупное, ребятки. Походу крупное что-то. Что-то крупное, ребят, не могу понять. Ребят, смотрите, какой хороший. Блядь. Ёкалманы. Ох ты, бля. Песочек, ребят, дал. Песочек дал, ребят, хорошего. Есть, ребята. Есть. Оба. Вот это муся, ребята. Дрюня сделал по красоте. Вау. Хороший. Ребят, смотрите, сидел, губу уже оборвал. Ёкалманы. Парень. Хороший парень, ребят.
Хороший дурик. Ребят, я же сказал, пляж работает. Дрюня делает вещи. Бля, ребят, смотрите, какой обрезанный. Что за хрень? Ты что, дружище, где был-то? Вообще рано у тебя. Мощная или щука здоровая. Или выдра тебя хапала. Красавец, ребят. Вообще осенний парень. Пляж работает. Все. Пляж работает. Он налим здесь на пляжу. Вот этот дурик. Бля, бодрый, ребят, бодрый. Не знаю. Килограмма. Хороший. Вообще бродяга. Не знаю сколько здесь, но он больше колена. Вот этот дурик, ребят. Смотрите. Пузатый. Отличный трофей. Ребят, был бы сход. Донка видели, да? Вообще возле берега. Я хотел пройти, но чтоб схода не было. Вот это Муся, ребят. Красавчик вообще. Блин. Хорошо, что я вот поставил не конкретно не в одном месте, а сделал разведочку. Так что все четко. Все здорово. Вот это вообще бродяжной. Ребятушки, поздравьте меня, я просто на эмоциях весь. Сейчас просто мы с ним сфотаемся. Как его в кадр, он даже в кадр не залазит. Пару фоток для общества. Отлично, ребят. Так, ну что, можно идти ночевать, я думаю. Куда-то в районе пляжей. Ладно, мы его пока сюда, ребят, отдыхать. О, тяжелый кабан. Отлично. Так, у нас вторая донка здесь. Вторая донка. И я ее ставил. Так, тут рогатки, чтобы ничего не мешалось. Сразу здесь. Значит, где-то пляжи надо будет брать. Те донки переставлять. Так, а где у нас она? Вот она. Да, вода поднялась. Блин, тут тоже что-то возле берега. Не могу понять. Там сейчас кусты. Лишь бы за кусты не зацепился. А, тут тоже налим, ребят. Пляж работает, отлично работает. А тут шнурок. На пляжу, ребят, понял? Вот так вот делается. Ну это шнурочек. Мы его отпустим, красавца. Так. Ну я думаю, сходим сразу, проверим те доночки. Трава, но налим есть. И черви, ребят, смотрите, хорошие. Все нормально. Не поедено, ничего. Ну давай, бродяжку, мы его отпустим. Красавца. Пляж работает. Ну вот там коряжик, ребят, здоровый. Вот с оттуда, наверное, на лиме выходит. Давай, роднуля. Ты позови на сегодня мамку или папку. Давай, давай, беги. Беги. Беги, бродяга. Ну, ты чего? Пошел, роднулька. Так, я думаю, как сейчас, ребят, сделаем. Мы сделаем сейчас ход конем. Пойду сразу на ту яму. Если на той яме... Да хотя сюда идти надо ночевать, я думаю. Так, тут пока чтобы ничего не запуталось, мы оставляем. Ну, бродяга есть, ребят. Здоровый, хороший налимяра. Вообще достойный. Пляж сработал. Ну, это... Как объяснить? Я просто на эмоциях, ребят. Вы меня тут извиняйте. Отличный кабан. Чуть бы и сошел вообще. Вот в чем плохо ставить донки на ночь. Потому что когда он клюнул? Ну, в 11 ночью, в 12. И стоял все на крючке. Губу себе уже развил до такой степени, что у меня он палец просто проходит. И мог бы сойти. А так, если бы я сидел ночь, я бы его подсек, вытащил, закинул. Соответственно, может быть, и еще результат был
Отлично, ребят, дурик. Отличный. Хороший жареный будет. Ну тут не жареный, тут питон такой достойный. Давно таких уже не ловил. Отлично вообще. Хороший налимяха. Так, сейчас тут достану пакеты. Положим в пакет его. Пьем кофе и идем на ту яму. Там собираю донки. И попробую. Пляж начинается с ямы, вот с этих кустов. Попробую раскидать донок почаще. 6 штук. Не так уж много. Так что пакет, наверное, не влезет даже. У меня там мусорный есть пакет. Отлично вообще, отличный экземплярчик. Ох. Давно таких. Ну вот хвост у него, ребят, смотрите. Просто, я не знаю, рано, блин, рано. Такого мы возьмем, конечно. Броня. Хвостяра, смотрите, ребят, какой. Ну да, где-то может он не сильно крупный считается. Но в нашем районе достойный трофей. Все, ребят, все получилось, все четко. Не зря все мы сделали это с вами. Не зря я пошел. Это донка у нас обрыв. Это яма. Но я надеялся на пески, и они меня выручили. Сейчас просто идем на ту яму. Проверяю. Собираю донки, сматываю. Идем сюда. Собираем эти донки и ставим все конкретно на песках. Отличный экземпляр. Жалко, весов нету у меня. Я, наверное, весы... Хотя сейчас посмотрю, может, весы есть здесь. Нет, я, наверное, по сезону выложил, да. У меня здесь ничего не осталось. Они у меня в коробке там лежат дома. Так, здесь запасные эти у меня. Дождик. Да, хороший трофей. Трофейчик. Так, пьем кофе, ребят. Фух. И идем на ту яму. Но за налима все-таки не зря я пошел на эту речку. Рассчитал все по воде. Классно. Нравится, когда у тебя получается все, и ну ты как бы угадываешь и разгадываешь вот все это дело. Смотрите, ну тут вот буквально ни о чем, да? Вот получается пляж. И он весь на песке был. И хорошо причем ходит. Отлично. Так, червей я не беру. Пакетик возьмем. Поддонки. И идем туда. Огонь. Потонуло, ребят, да, с большим налимом, вот крупным. Чуть-чуть бы, и он ушел уже. Так бы мог бы сойти. Ладно, я иду вот на нижнюю яму. Ну как яма? Так называется яма. Не глубоко там, метра 3-4. Для такой реки это яма. Фух. До сих пор на эмоциях. Вообще капец. Отлично просто. Бомба. Ладно, что? Сегодня, значит, выдвигаемся на ночлег, на ночевку. Это хорошо. Так, ну пришел на яму. Вода, конечно, да, ребят, поднялась за ночь-то. Тут бы мне не уехать. Резкий обрыв. Так, где у нас донка? Так, вижу донку. Блин, затопило. Так, ну чувствуется трава. Очень много травы. Вообще много. О, налимчик, ребят, попал. Смотрите. Малыш. Значит, эта яма тоже работает. Не крупный налимчик. Надо, да, иди. Опа! Давай, бродяга. А то, что вот оставляем на ночь, вот верхний поводок травой забило. Ну, налим, конечно, любит копаться в этой траве, грязи. Но тут, в принципе, все хорошо. Вот мелочь даже не гуляла, ребят, смотрите. Налимчик попался. Вот черви.
Все четко. Достал какую-то ракушку. Отлично. Так, а сейчас Женька хотел идти тоже. Но здесь, если ночевать, бегать, тоже несерьезно, конечно. Там как-то надо рыбачить. Маленький налимчик попался, значит, налим ходит и тут тоже. Ну и как и сказал, надеюсь на ту яму и на эту. Ой, на тот песок и на эту яму. Блин, вода поднялась. Хорошо. Ну-ка. Опа, что здесь? Бляха-муха. Блин, тут такой свал. Донка сразу вниз ушла. Блин. И тут налимчик, ребят, смотрите. И ракушка опять так же попалась. Ракушки, блин. Значит, что? Эта яма тоже работает. Здесь, наверное, оставляем все это дело. Тоже не крупный шнурок. Ну, вроде нормально получится отпустить. Не глубоко заглотил. Опа. Оп. Давай, бродяжка. Эта яма тоже живут. Все, ставки мои сработали. Все, как я ожидал. Все работает. Это классно, это мне нравится. Значит, что? Эти донки, наверное, не трогаю. Пусть они будут здесь. В принципе, стоят отлично. Ходить здесь просто многовато. Если ночевать, ну, как-то надо быть. Ладно, все. Идем на первую яму опять. Собираю оттуда донки, ставлю их на пляж. Ребят, добрался до точки. Рюкзак прыгает. Забыл, ребят. Я не знаю, сейчас многим будут, конечно, некрасиво. Скажут, херней занимаетесь. Но, ребят, в плане налимов, кто не знает, его надо глушить или ломать ему позвоночник, получается. Потому что он сожрет свою печень. Сожрет он печень свою. Обычно малышам я ломаю так, но здесь не про... Да ладно, ребят, смотрите. Охренеть, у него там налимчик торчит. В натуре. Он своего сородича заглотил просто. Вот это у него... Ну-ка не глотай, у меня вроде есть плоскогубцы. Вот это дракон. Дракон. Так, у меня здесь баллон. Пакеты под мусор, пила. Я обычно в рюкзаке, у меня всегда такие есть вещи. Так вот, таблетки, ребята, обезболивающие всегда возите. Опять же, баллон в носках, горелка. Так, что-то у меня есть. Что-то у меня есть. Плоскогубца у меня нет. У меня есть зажигалка, изолента, резачок, спички и скотч. Это так бывает, ребят, знаете, в тайге всякое бывает. Блин, все подвытащил, блин. Тут у меня теплые перчатки. Как ему сейчас в пасть лезть, блин. Но надо, ребят, это сделать. Надо посмотреть. Да, реально хвостик торчит. А как достать у него сейчас? Он еще живой. Надо его глушануть. Оглушить, ребят, знаете почему надо? Потому что трухлявая. Потому что он съест свою печень. А печень, ребят, в налиме это деликатес. Сейчас просьба отойти от экранов детей. Все. Чтоб он печень свою не сожрал. Так, как мне сейчас достать налима? Вот это я не знаю. При желании, короче, посмотрю дома, потому что рука не залезет, плоскогубц нету. Ну, хребет сломал. Факт в том, что печень свою жрать он не будет. Дурачок такой. Ну, хвост торчит реально. Налимчика сожрал. Вот так, ребята. Жрет налим на налима, короче. Вот это да. Нету плоскогубца. Выложил. Без мэна нету. Блин, вообще не готов был, конечно. Ну ладно, что.
Как-то так. Ребята, я, короче, понял, в чем движуха, почему попался такой крупный налим. Смотрите, на всех этих донках были мелкие налимчики. А почему он засекся за губу? Но это не для него. Маленький налим глотает до талого, до кишков, а здесь засекся за губу. Получается, смотрите, ребят, какая движуха. Попался небольшой налимчик, вот такой шнурок, и этот дурак его просто заглотил. Короче, он хапнул своего сородича на налим. И там, не знаю, что происходило во рту у него. Короче, получается, и крючок, походу, вылетел и засек его за губу. А налима вот он начал глотать. Вот такая вещь, ребят. Это 100%. Вот кем быть? По-любому так и было. 100%. Так, ну, сматываю эти донки. Ну и перенесем их, получается, на яму. Точнее, не на яму, на песок. Это донка без двух поводков. Надо будет сейчас перевязать все это дело. В принципе, длина поводков достаточная. Хорошо, не надо будет делать новые поводки, а просто поменять крючки. Ну, тут, в принципе, тоже нормально. Все, отлично. Вот почему на такую рыбалку надо, ребята, постоянно таскать запасы. Запасы причем немало. Тишина на реке вообще. Утка ушла уже. Охотников не видать. Сейчас только на барах. И то охотники ждут заморозков, получается. Уже в лес. Сейчас пока тоже в лесу делать нечего. Так что у меня есть что-то? Ну, в принципе, есть. Нормально. Вот такие, ребят, крючки я использую. Очень нравятся мне. С дополнительными жалами, чтобы насадка не сползала. Соответственно, когда червя насаживаю, тут то, что шмат есть, он не сползает сюда, как бы, и долго держится на крючке. Так. Крючки я завязываю обыкновенно. Так меня научил отец. И я всю жизнь завязываю крючки вот таким образом. Продеваю. Ну, нормально. Длина поводка достаточно пойдет. Делаю петельку. И делаю вокруг цевья 5-6 оборотов. Зажимаю. И кончик протягиваю через петельку. Затягиваю. Обязательно смачиваю слюной. Затягиваю. И еще, ребят, обычно вот таким образом добиваю узел, чтобы все было шикарно. Леску надо продевать не таким образом, а таким, чтобы крючок не стоял вот таким, как мормышка висит. Вот видите, ребят, все четко. Все, лишку обрезаю. Поле танки грохотали, солдаты шли последнему, а молодого командира несли с пробитой головой. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ту-ру-ту-ру. Ту-ру-ру. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Ну, за проделанную работу 100 грамм кофейку. Ну и придем сегодня сюда на ночевочку.
Ну давай, Река, спасибо за трофей. Порадовало. Ребят, ваше здоровье. Сысово. Ребят, смотрите, сплошняком просто вообще. Тропинка рядом. С каждым годом все обваливается об берега. Тропинку все нарезаем дальше и дальше получается. Ну, я думаю, вот в некоторых местах она вообще вот рядышком. По весне это, наверное, обвалится все. Все мельчает и мельчает река. Вот, тут рядом вообще все падает и падает. Вот видно трещина. Вот уже идет обвал. Кстати, был какой-то момент, реально, ребят, это в моей практике было. Шел на рыбалку. Ну, а дома обычно на большой там щучку погонять, окуня, спиннингами или удочками. И иду тут, малое лето, бегу довольный. И что-то, ну, вот этот обрыв, бам-бам, и, короче, ребят, обрыв падает вместе со мной. Я метра 3, наверное, лечу. Вот, видали, ребят? Вот это скоро все грохнется. Я, короче, вот с этим куском земли, ребят, в тонну весом лечу вниз. Ломаю удочки. Еще деревяшки же были, помните? А если бамбуковая, так это ты просто у тебя, я не знаю, Шимано бамбук. Я падаю. Благо ничего не сломал, но в воду упал, там лето. Все переломал, короче. Заплакал, помню, дело. Домой пошел. Вот такие дела, ребят. Было, да, в моей практике. А что я с 5 лет на реке, грубо говоря. Раньше же не было такого. За компьютер там сесть или там что-то еще. Сейчас молодежь не вытащит. Раньше только свободное время. Все, побежал на речку. Вот такие дела, ребятки. Ладно, иду домой. Мамка приготовила обед. Не повторяюсь, говорит, но приехал отдыхать, ребята, как на курорт, короче. Занимаюсь любимым делом и просто отдыхаю. Перехожу вот такие ямы. Ну и надо будет почистить налима. Достанем этого налимчика, посмотрим, что да как. Ну и пожарим, я думаю, ребят, свежего. Так что вот как-то так. Иди сюда. Нельзя. Иди сюда, не бойся. Ты чё? Ты чё, мать, а? Ты чё? Хорошая. А? На цепи сидишь? Гулять хочешь? А не ругайся. Так, ну что, ребят, добрался до дома. Безмена не было у меня. У мамки есть безмен. Позвонил сейчас знакомому. Сказал, хочешь денежку заколымить? Надо червячков. Ну, как человек употребляет. Ну, ребят, поймаете, да? Ситуация такая. Сейчас мы взвесим питончика. Вот кабан какой. Грязь можно. Такой, ребят, ямочный, короче, какой-то. Налемяха. Пахнет такой аж ямой какой-то, непонятно. Так, где-то мамки здесь была мусорка. Вот она тут. Ну чё, сколько, ребят, думаете? Так, чтоб не было голословным, ведро майонеза, правда, открыто уже. Здесь у нас сколько? Ну, масса 800 грамм, но она не полная. Ну да, такие есть. Килограмм.
килограмм. А ну да, она вот тут на 200, ребят, и стоит. Все верно, получается. 800 грамм. Килограмм получается, да. Типа 200 грамм тут у него почему-то, я не знаю, никак не регулируется он. Капуста 450 грамм. 650 должно показать. Все верно, ребят. Видите? Все точно. Ну чё, бродяга, давай мы тебя взвесим за нашу дырявую губу. Где-то тут, где у нас губа-то порвана была. Так, 2800. 2800 получается, ребят. Минус 200, 2600. Почти 3. Ну хорош, хорош, хорош парень. Ну я по трешку сказал. 2600. Ну ладно. Значит 2600. Будем знать. Что, ребят, короче, решил все-таки рвануть, получается, на Налима туда сегодня. Пообедал. Сейчас с мамкой выпотрошим Налима. Посмотрим этого Налимчика, кстати, ребят, что там попалось у него. Ну и буду потихоньку собираться. Время у нас уже 25 минут первого. Потому что надо часа 3 быть на реке уже. Заготовить дрова, приготовить место. Ну и, короче, вот так. Так что сегодня, ребят, рванем. Заночуем, кайфанем, короче.